И снова здравствуйте! С вами Километры путешествий. Сегодня уже ноябрь, и я решила выложить видео, снятое в конце июля 2023 года на одной из горных рек Якутии. Доброе, пока еще июльское утро. Сегодня нашу лодку потащит вот такой вот желтенький аппаратик. Сейчас мальчишки прицепятся. Сейчас покажу. Что-то они там застряли. Прицепиться не могут, что ли? Походу точно. Доброе утро. Доброе утро. Что у вас там? Понятно. Сегодня мы едем вот на такой красивой машинке. Едем с Антоном и с Сергеем. Сергей, привет. Привет. Сегодня у нас маршрут не как обычно, мы выезжаем в другую сторону. И едем мимо 17-го квартала, поедем. Маленько покажу. Заправочка у нас. Слева от нас новый центр культуры имени Гагарина, бывший клуб Гагарина. Традиционно бутербродики в дороге. Плановый осмотр на границе с Намским улусом. Запах такой уже свежий, да? Уже не в городе. Привет! Привет, красотка! Тык-тык! Эй! Ага. Ты какие-то чипсы трескаешь, да? Как тебе вкусненько.
Съемки не нравятся тебе, что ли? Хвостиком прикрылась. Что ты там такое ешь? Это она конфетку открывает. Ничего себе! Ты сладкоежка, что ли? О, облизывает, прямо сидит. Как вкусно тебе! Прикольно. Ну ты сладкоега. Я тебе семок принесла. Офигеть. Сейчас мы въехали в село Намцы. Это довольно-таки крупное село с населением более 10 тысяч человек. От Якутска до Намцев дорога составляет 84 километра, если по дороге по воде 96, по-моему. В селе есть несколько общеобразовательных школ, спортивная, музыкальная, и также есть педагогический колледж. В 2014 году в селе Намцы проходили 6-е спортивные игры народов Саха-Якутии. И к этому мероприятию в Намцах был построен стадион на 3000 посадочных мест. В 2019 году в селе проходил САА Халанхо, благодаря которому построили уникальный этнопарк, в котором сейчас могут отдыхать селяне. Ну вот, немного рассказала вам о селе Намцы. Село достаточно большое, красивое, чистое, уютное. Давно я здесь не была, последний раз лет 30 назад. Все очень сильно изменилось. На этом рассказ о Намцах закончу, едем дальше. Проехали мы Намцы нашими дорогами. Открутилось колесо. Мы его сейчас еще отъедем? Нет. Запах вообще свежести утренней.
такая стояночка прикольная. Я не могу там, Серега. Да. Интересно, там в лодке тоже все в пыли, да? Такая дорога. Любе. Намский район. Намский улус. Небольшой участок такой дороги. Но так трясет хорошо. На этих булыжниках. Такая вот интересная стояночка. И вот тут смотрите, что. Я не знаю, что это написано по-якутски. Ну так предполагаю, что типа того, что добро пожаловать. Наверное. И тут смотрите, как сделали. Для денежки, для конфеток, для сигареток. Вот белочки такие конфетки здесь достать не могут, наверное. Размяли конечности. Поедем дальше. Это Лена? Это протока Тибетская, но она сейчас замелевшая, мы ее переедем. Ну, должны, по крайней мере. Сюда катера-то не зашли бы. Потому что здесь мы по протоке не пройдем. Можно машину здесь оставить, можно туда. Стоят. Видимо, люди уехали. Но здесь я еще не была никогда. Чувствуется уже солнышко жарит так хорошо. Люди приехали, видимо, с рыбалки. Лодочку сложили. Итак, мы готовы к спуску. Пока подкачиваются борта. Я загружена картой горных, У нас тут перекус перед дорогой. Он записывает твой трек на какой темноте, можно по своему треку Бензинчик. вернуться. Ты можешь отметить не Бензина 210 литров, по-моему. Да, сейчас спрошу. И вот вещи. Остальные вещи уже в лодке, они так ехали. Получается 6380, ну да, 210 литров. Все,
Погрузка окончена. Время 7:30. Выехали мы из дома где-то в 3:30, 3:40. Зачехляемся и будем пробовать ехать. Заправляемся. Не знаю, слышно мне, не слышно. Нам слышно. Слышно? Прям шторм такой. Не знаю. Куда переезжать. Но они-то нормально переедут, а мне будет страшно. Прямо ух, как на море. Заправляемся, и потом я буду бояться. Небо синее. Мы прибыли на остров Тайменный. Вот, сними, А ладно. это наш бывший катер. Наш бывший. Туристическая база остров Тайменный. Скинь мои тапочки, пожалуйста. 2,5 часа мы шли. Да? Такой вид тут сверху. Привязались. Несем передачку работникам, которые здесь делают, устанавливают солнечные батареи, да? Правильно называется. Картины такие классные висят. Какие-то материалы мы тут привезли, технику. Ничего себе, как тут классно, красиво. Тут так еще приличненько пройти нужно, чтобы уйти от берега. Не знаю, что там внутри. Грибочки растут, лишечки валяются. Прям классно.
устав турбазы. Находясь на территории базы, турист обязан соблюдать правила, бережно относиться. Ну, понятно. О, гостевой дом 1. Музыка там орёт. Ой, даже машина тут какая-то есть. Вау, вышка. Ух ты, класс. Зона такая. О, сын наш, каторжанин. Шалунишка. Зубастый. Что? Что ты меня кусаешь-то? Что? Кыш. Сколько тут домиков. Решили посмотреть в домик. Заглянуть. Такой кокон здесь есть. Остров Тайменный, гостевой дом 2. Давайте посмотрим, что тут есть в гостевом доме. Так, надо разуться. Двухъярусные кровати, 2. Диван. Столы с лавками и с табуретками, плитка газовая, посуда, вполне себе нормальный набор, вода, по всей видимости, печечка, дровяник. Ух ты, вон оно что тут, не работает. Если бы работала. А, вот еще раскладушка складная стоит. Так, что тут? Карта. Местного активного отдыха. Так, а тут что? Клевая рыбалка, рыба Якутии. И показано, какая рыба в Якутии ловится. В домике мангальная зона, гриль даже есть. Прикольно. Красиво. А там где-то река. Что за скворечник? Розетка. Непонятно. Аня тут есть у них. Так, тут вот по тропинке мы выходим к реке. Вау! Какая красота! Как на море, ага. Как на море. А на море белый песок. Рыбалка, охота, гостевые дома, баня, банкетный зал, беседки, активный отдых, катера, лодки, снегоходы. Вот такая здесь красота. Какое-то озерцо. Красиво. В общем, заехали мы на остров Тайменный, передали ребятам какую-то технику, нужную им для работы.
Посмотрели на всю красоту и поехали дальше. Вот такие сюрпризы в виде торчащих из-под воды коряк могут встречаться на всем протяжении пути. Здесь уже видно, как меняется цвет воды, а это значит, что мы входим в устье реки Белянка. Река Белянка – это правый приток Лены. Длина ее 114 километров, и находится она ниже города Якутска по течению. Здесь можно увидеть, что все берега реки Белянки завалены вот таким буреломом. Снова горы поваленных, принесенных водой деревьев. Только не вздумай, блин, вставлять это в видео, ну как лох, блин, на ровном месте. В смысле на ровном месте? Ну я же тебя отвлекла. Значит, я виновата. Ну сижу такая, как королева. Не рви спину, торгаши есть для этого. Выходи, королева. Куда? На воду. Зачем? А что, я жирная? Да. Ребят, вы подъедете? Или я здесь останусь постоять? Куда идти? Я боюсь одна. Бросили меня посреди реки. Сейчас покажу. Как садись-то? Меня же уносит течение. Короче, я села в лодку. Я села в лодку, и она опять прижалась. Это я виновата. Природа совсем другая, чем на Бодуме. Деревья такие другие. Интересные. Это да! Изучайте вечную мерзлоту, слои, видите какие? Я такого в жизни никогда не видела. Сейчас мамонт появится. Мамонт? А где-то они здесь жили по-любому. Отмоется? Вот это красота! Копать не надо. Сам вылез. Пожарим. И вода бирюзовая, и мерзлота тает. Как в море. Вот надо же, бирюза, бирюза. Остановились покидать. Сейчас посмотрим. Тишина. Только мальчики со спиннингами стоят.
Давай, Антон. Я снимаю. Ты должен поймать. Что, я зря снимала, что ли? Ты согласен? Угу. Молодец. О, поймал. Давай. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Вон туда к перекату надо. Нашли такое место, чтобы были камни, песок, чтобы мягко было, кустики и самое главное ветер, чтобы не было мошки. И Антон говорит, 3 поросенка, ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф. Камни таскаем, палатку прибить. А рыбачить будем, куда поедем, там и будем. Или остановиться здесь. Уже складываться начали. Ветер тут такой, что он вот сейчас несет палатку. Классно, конечно, что ветер, что нет насекомых. Но это ненормально. Рыбка у нас такая. То опять забуду снять. Блиночек жареный. Вкусного, мальчики? Угу. Ну, как всегда, я не успела заснять, как мы поймали эту рыбку. В общем, мы ее пожарили, поужинали и поехали снова рыбачить. Решили посмотреть, что же там у нас за островом находится. Сейчас и вам покажем. Да, и вот здесь вот Антон увидел Сахатова, а мы с Сережей прозевали. Тут, по идее, он живет, потому что следы везде. Ой, какая красота. Мы же сюда подходили. Что за следы? Ну да. Это не Сахатый. Что-то как-то очкалар. Мы вышли, а вот тут мы живем. И как раз вот там напротив нас эта тропа. И следы еще вот тут за нами в кустами есть. За нами в кустами. Не знаю, что мне надо выпить, чтобы ночью спать. Водки. Столько водки нету. У меня есть, я тебе продам. Ага, окей. В общем, там перекат. Я все время прислушиваюсь к нему. Уже не первый раз у меня, уже не первый год такое, как будто разговаривают люди, женские, мужские голоса. Вот сейчас стою, специально слушаю. Нет, никто не разговаривает. А когда сидишь за столом, болтаешь, мне кажется, как будто где-то в лесу кто-то говорит. Этот перекат булькает по камням. Так вообще классно. Странно очень. Тут такая тишина. Иногда утка может пролететь, покрякать. Чайки.
3 штуки летают тут вокруг нас. И все, и больше никакие птицы не поют. Так удивительно. Ну стрекозы еще жужжат. И комары. Иногда. Короче, не знаю я. Какая-то странная тут обстановка. На Ботуме, допустим, там постоянно птицы поют, кричат, визжат. А тут какая-то нездоровая тишина. Я буду, видимо, всю ночь тут прислушиваться. Песок еще проваливается. Хожу по каким-то дорожкам. В общем, мы поехали охотиться на ленка или тайменя, на мыша. И Сергея бьет мыша. Второй раз. Взять не может. Сказали, нужно шепотом разговаривать. Как мышь плывет. Ну-ка сейчас, Антон. У них, видишь, какие мыши. Жужа, покажи свою мышь. Даже не слышит меня. Вот у Антона мышь плывет. Прикол. Вот моя мышь. Они ржут надо мной, сказали, что они бы такую мышь не взяли. Но я буду рыбачить на нее, поэтому мне снимать пока что некогда. Короче, в 12 часов ночи мальчикам захотелось чай попить. Доширак заварить. Доширак заварить. Колбаску Но жареную. они в кроссовках. А я одна. Не вот успела. Не снимайте без педикюра. Басан с педикюром, с последним. Ну и вот. Короче, На той стороне, видишь, вон белые камушек. ага. Поднимаешься наверх, там 3 деревца проходишь, там рундук стоит. На. Снимай, как я буду залазить, то упаду на первый. Какой рундук залазить? Гагарин был в космосе. Ну вот, который стоит в корзинах. В коридоре? Почему? Вон, на месте. Вот этот? Да. Вот он лишь? Конечно, ты что хотела там, опять порваться? Я думала, сейчас вот балет. Сигареты не надо? Нет, я не курю. Ключ на 12. Баллон там один большой. Леску не надо? Комары кусают. Вот такой, а что у тебя тут, где баллон пустой? Я его дома оставил. Я его спросила брать, ты сказал брать, он там в рундуке стоит. Я его выложу. Нафиг лишнее возить. Нифига, на камере так все светло, блин. Хоть на столе у нас бардак, ведро рыбы не показывает, и что, столько нельзя вылавливать. Мы завариваем в 12 часов ночи доширак, колбаска у нас жареная, комаринка. Комаринка очень вкусная. Комаринка вкусная, спиральки. И чё? Антон, что ты делаешь? Надуваю самонадувающийся коврик. А чё он сам не надувается? А? Китайцы обманули. Деточка, ты же лопнешь. Кому ты надуваешь его? Тебе. Спасибо, дорогой. Антон, что ты делаешь? Надувай самонадувающийся коврик. Антон. Подожди, Антон. Скажи нормально. Что ты делаешь? Вытащи изо рта коврик. Тогда же непонятно, что он делает. Антон, что ты делаешь? Перегар вдыхаю, чтобы утром подышать. Нормально скажи? Иди нафиг, ты сама дуть будешь. Извинись.
Ты зачем выдуваешь обратно? Извиняюсь, блин. Антон, подожди, а зачем? Зачем ты надуваешь надувающийся коврик? Он должен сам надуться, судя по названию. Потому что в стратосфере тут нет воздуха. Какой, блин, стратосфера? Хуй знает. Господи, этот человек еще не пил. Последние 10 минут. Как вдувает коврик. Антон. Это у меня спускает или у коврика, блядь? Я камеру забыла включить. Ой, мамочки. Уважаемые подписчики, теперь вы понимаете, как мне весело жить. И мягонько спать, блядь. Антон, почему он так плохо надувается? Он же сам обдуваешься. А как потом выдувать будешь все? А, завтра как... Обратной дыркой. Обратная тяга. Тихо. Блядь, этот коврик, когда надуваешь, все ржут почему-то, блядь. Ты его надуваешь всего второй раз, блин, в жизни. Схренали. 8-й. 8-й. Ну, 2 раза тренировался уже, должен вот сам надуваться. Подожди, Антон, ну тут вот на коврике нарисована нога. Нужно на этот клапан наступать и давить. Вших-вших, вших-вших. Давай я вших. положу, ты подуешь. А потом херак на дырочку нажал и выдулся он обратно. Тебе зачем весь этот цирк? Чтобы друзья не приходили к нам. Мы убрали все продуктовые ящики, стол подальше от палатки. Не знаю, пускай будет так. Ну, конечно. Я надеюсь, что они здесь не ходят, но следы же мы видели. На следующее утро мы проснулись, позавтракали, собрались и решили сплавляться до самого устья. По пути рыбачить, где-нибудь остановиться, пообедать и дальше сплавляться для того, чтобы потом выйти в Лену и остановиться на каком-нибудь острове. Ну, видишь, вовремя камеру включила, да? Что, надо? Сережа кого-то поймал. Так. Дай-ка я сяду. Хороший. Так, а мне надо будет отъехать. Ух, Ой, это Таймишонок. Таймишонок это. Зачем мне по морде ты? ног. Покажи. Ой, дурной. Хотела просто показать, как по перекату сплавляемся. Видишь, рыбу показала. Где показывают там всякие озера Рица, да? Вот такого же цвета.
А, мы вот тут на Алтае, да, Гейзерово, это озеро. В воду нырнули. Вот они все спрятались, тут сидят. Вон они, выныривают. Сейчас, вон, тын-тын-тын-тын. Ну, малипусечки маленькие. Ребятишки, ку-ку, покажитесь нам. Оп. Заглушиться. Выпрыгнуть. Мамка бедная. Волнуется. Мамка, мы кино только поснимаем и все. Она где-то над нами. Мамка, да вон. Офигеть, да? Нас забывает. Так зови нас. Маманька. Маманька. Маленький. Тю, господи. Детеныш. Да тихо, сейчас я тебя отпущу совсем маленький. Покажешь сначала, поцелуешь. Сережа пусть поцелует. Он не Отцелуй. Я воздержу, видишь? Блин, у глаз все поранил, видишь, не курит. Да, это чайки. Мне кидай. Нашу, говорит, рыбу, блин, вылавливают. Тренирует. Ой! Носом чуть-чуть. Камни скользкие. Не дай бог чебурахнусь. Хоть весло мне дайте. Ну, водичка такая бррр. Ну, очень хочется. Как, блин, окунуться-то? Присесть-то как? Ты меня снимаешь или что? Или что? Блин, не достаю шею. Ой, классно как. Просто боюсь дальше. Хорошенький. Окунь, наконец-то. Ну, поднимаем так. Блин, хороший такой. Красавчик. Ну, Серега у нас сегодня вообще Ты точно? не ел. Не было сегодня. Ой, вообще крутышка. Как назовешь? Ну, надо сфоткать тебя хоть с ним. Тихо. Ну, капец, все. Класс. Ты точно был на рыбалке? Да. Вот трещит. Вообще. Звук. Звуков, да. Звуков столько. Блин, вот пойти бы потрогать ее, да? Да упалево. Правильно. Сверху вероятность такая. Вот чудо природы тоже, да? Смотри, сколько все промерзшее. Сколько тут метров в высоту примерно? Ну, метров. 30? Да не, ну, Меньше? метров 20. 20? Вот, бам, обваливается берега. Сейчас бы на глазах бы отвалилась какая-нибудь косманина.
Сережа, кинь туда, чтобы отвалилось. Забагри там дерево. Как? Да. Приходит? Нет, я имею в виду, не приходит на нерест. Утенок или мышь? Сразу Мышку достала из желудка. Слушай, от лапы одна кость осталась. Чего ко мне-то прибежали? Я вас не кормлю вот ничем. Сотни. Просто. Вот прожорливые ребята, а. Видели, как упало дерево, но заснять не успели, потому что я уже выключила камеру. Эх. А там вдалеке, как в тумане, на заднем плане, видны Верхоянские хребты. Невероятное зрелище. Как всегда, камера не передает всей красоты. Господи, ты откуда? Выкидывай его нахрен. Дурдун. Дурдун. Позови папу, маму, бабушку, дедушку. Тройной кульбит. К вечеру мы остановились на очень красивом, уютном острове на Лени. Когда я поймала эту щуку, рядом никого с камерой не было, поэтому весь процесс поимки никто не заснял. Я так орала, я очень испугалась, она меня тянула в реку. Помог мне, естественно, Антон. Блядь, бедная. Я все это снимаю. Потом обрежете. До этого она спокойнее лежала. Под губу я засунь следующую складку. 6,5. Всего лишь-то, господи. Как будто все 16. Я весы. Балалайка.
часы есть. Ой, какая у нее чешуя большая. Как панцирь, блядь, у черепахи. А эту может рыбать... О, она еще квакает. Может рыбочистку тебе достать? Нет. Точно? Филеточки окуня. Потроха штуки. А это будут потроха штуки. Полные и вот эти. Вот, а на реке Ленин ночью совсем другая погода. Совсем другая обстановка. Видите? Сейчас 3 часа ночи. И тут светло везде. Там уже солнышко встает. Темнеет буквально там на пару часов. И то, как темнеет. Так, как сумерки можно что ли назвать. Солнышко только село, а ему уже вставать нужно. Меня катают, да? Хочу подвести итог нашей рыбалки. В Белянке нам ловились только леночки и маленькие таймишата, которых мы отпускали, потому что маленьких тайменей ловить запрещается. Ни одной щуки, ни одного окуня мы там не встретили. Вот, ну, правда, только на выходе поймали пару окуней. Странно. Рыбу мы ловили только для того, чтобы поесть, потому что стояла жара, и как бы сохранить эту рыбу было, ну, просто нереально. Смотри, защищают, да?
кафешки в Намцах. Намцы, оказывается, так расстроились. Школа такая огромная. Давно я здесь не была. Симпатичный такой поселок стал. Ну, тут, правда, вот. Ждем, когда нам приготовят пиццу. На обратном пути решила вам показать агрокомплекс Саюри, который расположен в селе Сырдах. Это единственные теплицы на севере, которые производят овощи круглый год. Благодаря им мы покупаем огурцы, помидоры, свежую зелень круглый год в наших магазинах. Теплицы существуют примерно где-то около 8 лет и в сутки собирают 4-6 тонн овощей. Я думаю, это позволяет обеспечить не только Якутск, но и всю республику овощами круглый год. А на этом я хочу закончить. Всем спасибо за просмотры, за ваши комментарии, за лайки. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Будет еще что-то интересное. До свидания.